Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутии работает пункт отбора на военную службу по контракту. Каковы условия отбора, социальные гарантии, шансы попасть в зону специальной военной операции? Об этом расскажет гость студии Алексей Колесов, старший инструктор Единого центра отбора граждан на службу по контракту. Алексей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с первого вопроса. Какие критерии отбора на военную службу? Должен ли кандидат обладать определенными навыками или, допустим, знать военное дело? Желающий поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации должен обладать не только военным опытом и так далее. Да? Здесь мы рассматриваем граждан до 59 лет, в отдельных случаях до 65 лет. Это по ходатайству командира воинской части. Если он готов его рассмотреть, то данный гражданин может поступить. Это в случае, если у него гражданская специальность родственная к военно-учетной специальности. И по состоянию здоровья у них категории годности А, Б, В рассматриваются. Ну и по уровню образования не ниже 9 классов. А что насчет знания военного дела или, допустим, наличия необходимого боевого опыта? Здесь не обязательно требования. Здесь ребята проходят подготовку в учебном центре при воинской части. В зависимости от их уровня подготовки зависят сроки от 1 месяца до 3 месяцев. А что обычно входит в эту подготовку? В зависимости от их специализации, если гражданин попадает в артиллерию, то, соответственно, у них специфика работы чуть другая, поэтому по времени подготовки там больше занимает. То есть единых стандартов времени подготовки? Нет. А, например, от скольки до скольки? От месяца до 3? От месяца до 3 месяцев. А на какой срок заключается вот этот самый контракт? На сегодня контракт заключает от 1 года и более, и могут и заключить на 3 года. А в случае чего заключают на 3 года? По желанию. То есть все зависит от желания контрактника. Алексей Михайлович, хотелось бы разобрать такую ситуацию. Если контрактник находится на лечении после ранения, дадут ли ему отпуск впоследствии? Да, могут, потому что после выписки ему ставят заключение, где предоставляется время на реабилитацию. А вот какой срок примерно этой реабилитации? В зависимости от тяжести ранения. Понятно. А можно ли пойти служить по контракту, если ранее предприятие обеспечило бронь от призыва сотрудника? Здесь бронь по мобилизации не препятствует поступлению на военную службу по контракту. Желающий может обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту. Есть у нас и сайт служба по контракту 14 РФ, либо по месту жительства военный комиссариат муниципальных районов. А рабочее место, оно сохраняется за сотрудником? Рабочее место сохраняется. То есть после прохождения контракта можно вернуться на стандартную свою? В момент прохождения военной службы место сохраняется. Давайте вернемся еще, Алексей Михайлович, к процессу отбора кандидатов на военную службу. Вот как он проходит? У нас, как многие уже знают, открылся единый центр отбора граждан в городе Якутске, а также в городе Нерюнгри такой же единый центр тоже работает. В зависимости от их документов, если у них с документами все в порядке, в течение 1 дня они проходят медосмотр и социально-психологическое изучение, после чего формируется личное дело по предоставленным документам и подается в приказ. И ближайшим рейсом, соответственно, гражданской авиации приобретается билет по воинским перевозчикным документам, и, соответственно, гражданин убывает в воинскую часть для прохождения военной службы. Алексей Михайлович, вот на ваш взгляд, как специалиста, изменилось ли отношение сегодня к службе по контракту, увеличилось ли число желающих? Желающих на сегодняшний день становится больше, но бывает и по состоянию здоровья не могут пройти. Поэтому желающих много, достаточно много. Те, кто приходят, они как обоснуют свое решение служить в рядах контрактной службы? С патриотической целью гражданские права, отстаивать интересы страны. И многие уже знакомые, близкие, друзья уже проходят службу. И, соответственно, через знакомых они узнают условия службы и так далее непосредственно на территории специальной военной операции. Алексей Михайлович, а вот вы сказали, что есть предельно допустимые сроки по службе по контракту, то есть 59-60 лет. Да. А какой средний возраст тех, кто у нас сегодня идет служить? В среднем возраст колеблется где-то от 35 лет. Ну и моложе тоже бывают ребята. Но я, насколько понимаю, там же еще от службы по контракту может, так скажем, освободить наличие медицинских показаний. Вот что за медицинские показания могут помешать службе по контракту? Если гражданин состоит на диспансерных учетах, в основном по наркологии бывает,
проблемы. В этих случаях, да, он не сможет поступить по контракту. И, соответственно, если ранее он был оперирован, какие-то хирургические были вмешательства по состоянию здоровья, то здесь уже тоже врачи смотрят, сможет ли он нагрузку перенести и так далее. То есть категория годности, которая указывается в военном билете, она никак здесь не влияет, да? Ну, А, Б, В, а потом уже после рассмотрения уже врачи уже смотрят. То есть мы их допускаем к отборочным мероприятиям, у кого есть категории годности А, Б, В. Там уже дальше врачи уже непосредственно с ними работают. Я предлагаю поговорить про зарплату. Какую зарплату получает военнослужащий по контракту и отличается ли она, вот ее размер, в зависимости от места службы? Денежное довольствие военнослужащих в пункте постоянной дислокации, это в основном, как мы уже говорили, от 1 месяца до 3 месяцев, составляет от 35 тысяч рублей. Здесь правительство республики оказывает единовременную помощь в размере 150 тысяч рублей. При первом месяце службы ему выплату выплачивают. И в зоне специальной военной операции от 204 тысяч рублей составляет. Ну и в зависимости от прохождения службы, от подразделения, где он будет находиться, за уничтожение, за захват техники там определенная сумма от 50 тысяч до 1 миллиона рублей может доходить. А вот что там от, допустим, калибра техники тоже зависит? Ну, штурмовые, допустим, подразделения за каждый километр получают 50 тысяч рублей. Вот в таком плане. А если, допустим, уничтожение или захват танков, тоже же за это отдельно? На сегодняшний день, насколько я знаю, от 200 тысяч рублей за уничтожение техники. А что насчет социальной гарантии? Какие есть? Здесь у военнослужащих по прибытии в воинскую часть есть определенные льготы и гарантии, такие как по предоставлению жилья военнослужащим. Если таковые фонд служебного жилья, если не хватает, то им предоставляется возможность снять квартиру и за счет государства компенсировать эти расходы. Алексей Михайлович, нужно ли при принятии решения, вот, допустим, уйти на контрактную службу, как-то уведомлять родственников? Да, в обязательном порядке. То есть такие случаи То есть, тоже... были такие случаи, когда никого не уведомив, обращались, но по ходу дела все равно мы разбираемся, изучаем личные дела, состав семьи и так далее, оповещаем, информацию доводим, так и так. Бывало и что были против близкие родственники, соответственно, он не уходил. А как вот работаете в таких случаях? Вам условно звонит жена военнослужащего? Ну, мы сообщаем, что данный гражданин изъявил желание поступить на военную службу по контракту. И бывает такое, что недоступен бывает и близким родственникам, соответственно, выходим на связь, уточняем его местонахождение. Так и бывает, узнаем. Связываете жену и военнослужащего? Да. Ну и успокаиваете. Да, конечно. Давайте, Алексей Михайлович, все-таки поговорим про психологическую работу, как она сегодня устроена с военнослужащими, и про жилье для военнослужащих. Возможно ли, допустим, получить квартиру? Здесь у нас есть ряд преимуществ военной ипотеки военнослужащих. После заключения контракта, если он участник специальной военной операции, имеет право вступить в накопительную ипотечную систему и, соответственно, приобрести себе собственное жилье по всей территории России, в любом уголке страны. И, соответственно, зависит возраст, по возрасту смотрят. Но где-то в пределах до 5 миллионов рублей военнослужащий может себе приобрести квартиру за счет государства. Здесь единственное условие, что ему необходимо дальше продолжать служить до выхода на пенсию. То есть у нас выслуга лет 20 лет календарей необходимо прослужить. Если военнослужащий служит в районах Крайнего Севера, где 1 год считается как за 2, соответственно, у него на 10 лет только служба получается. Через 10 лет военнослужащий может уволиться по достижению предельного возраста. А что насчет страхования, в том числе и жизни социальной? Здесь по страховке при подписании контракта военнослужащие полностью застрахованы государством. Соответственно, при ранении могут получить до 3 миллионов рублей. При легких ранениях 78 тысяч рублей единовременно. Ну а также и реабилитация, сопровождение, медицинское обеспечение лекарствами и так далее. Вот давайте остановимся подробнее на медицинском обеспечении и лекарственном обеспечении. Как ведется эта работа? По исключению из госпиталей, когда уже военнослужащего выписывают с госпиталя, соответственно, ему предоставляется отпуск
на реабилитацию, на выздоровление. И, соответственно, это дело соответствующие органы, специалисты ведут и всем необходимым обеспечивают. Мгм. Алексей Михайлович, предлагаю поговорить про поддержку семей контрактников. Как она осуществляется сегодня? На сегодняшний день существует достаточно много служб и таких, которые вот оказывают помощь. Открываются центры для поддержки семей военнослужащих. Но предоставляются и кредитные каникулы, и детям предоставляют бесплатные места в детских лагерях оздоровительных, и, соответственно, и питание в школах обеспечивается, и жилищно-коммунальным условиям здесь у них 50% скидка при оплате. Ну, в том числе и бюджетные места как для участников специальной военной операции, так и для членов их семей. Вот как участнику, в том числе и контрактнику, получить бюджетное место в учебном заведении? До начала даже специальной военной операции это федеральным законом предусмотрено, что военнослужащие имеют право поступить в высшее учебное заведение по их желанию на льготных основах. Мгм. Ну, то есть все равно нужно написать какое-то заявление. Пишут рапорт о том, что они желают поступить в определенное учебное заведение. Соответственно, командиры рассматривают на местах и делают ходатайство о льготном условии, чтобы он поступил в учебное заведение. Мгм. Алексей Михайлович, мы с вами сегодня обсудили огромное число преференций контрактников и денежные, и социальные пособия. В заключение, есть ли единый номер телефона, по которому можно получить еще раз эти ответы на все возникающие вопросы относительно службы по контракту? Пункт отбора работает с 9 до 10 часов вечера. Контактный телефон у нас 32 10 40. По любым вопросам могут обратиться, проконсультироваться. Мгм. А в Нерюнгри? Или это единый? Это единый телефон, и есть у нас и горячая линия Мгм. 122. Алексей Михайлович, в заключение хотелось бы спросить, люди, которые идут на контрактную службу, они осознают все риски, я думаю, они взвешивают. Какой алгоритм действий в случае гибели бойца? Здесь уведомляются через военный комиссариат близкие родственники, уведомляются при случае гибели и тяжелой травме, тяжелых ранениях. Мгм. А вот дальше? А так в госпиталях работают представители Республики Саха-Якутия, что сразу же информация доходит до близких родственников. То есть никакой проволоки, в том числе ни бюрократической, не существует? Нет. Алексей Михайлович, спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч!